Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на круглом столе «Ценность внимания» на канале АЛЛАТРА ТВ. Данный круглый стол является продолжением и дополнением конференции «Жизнь после смерти. Вымыслы и факты», которая состоялась 22 мая 2021 года. Важно отметить, что данная конференция была инициирована и организована людьми со всего мира на волонтерских началах. Перевод производился на более чем 50 языков мира. И на сегодняшнем круглом столе мы дополним и расширим те важнейшие темы, которые затрагивались на этой конференции. А именно, сегодняшние темы — это что такое внимание и как оно работает, эксперименты с вниманием человека, какую роль играет внимание в жизни каждого человека и кто может направлять внимание, а также какую роль играет распределение внимания человека в послесмертной судьбе и за счет чего существует игровая зависимость. И сегодня с нами в прямом эфире Татьяна Зинченко, кандидат психологических наук, психотерапевт, психиатр, психолог, реабилитолог, президент Международной ассоциации по изучению игровых зависимостей IASGA в Швейцарии. Стас Негруша, специалист в области физики. Олег Глушаков, психолог. И Олег Скрипко, предприниматель. Меня зовут Светлана и мой соведущий Джейсон. Здравствуйте, друзья. Hello, everyone. Thank you, Svetlana, for the warm introduction of all of our guests. And thank you for hosting today and bringing up the wonderful points of how much effort is placed by people to bring forth this information. Today, the subject and topic of discussion is going to give a deep understanding of how our world works and how we can all change it together and make it the way we want it to be, the creative society. The conference that took place on May 22nd was momentous and significant. This event was significant for all of mankind because of the information that hasn't been discussed for over 6,000 years. It is very pleasant, earnestly, and joyful, and an honor, actually, to be here and discuss these topics again so that we may expand upon the importance of this information. But first of all, I would like to invite our guests to share their impressions and their expressions of the information that took place at this conference. And right now, I would like to suggest that our friend Stas Negrusha share with us. Stas, the floor is yours. Thank you. Привет, друзья! Хотелось бы поделиться своим впечатлением от конференции. Вы знаете, многие вопросы невозможно решать, если смотреть на них только с одной стороны. И вот эта конференция понравилась мне тем, что мы рассматривали один вопрос с разных сторон. На конференции присутствовали ученые, на конференции присутствовали священнослужители разных конфессий. Все говорили одно, что жизнь после смерти жизнь после смерти существует. И мне кажется, такой межотраслевой подход, он способствует решению на сегодняшний день еще нерешенных вопросов. Спасибо. Олег, а могли бы вы тоже поделиться своими впечатлениями о конференции? Может быть, какие-то наблюдения, которые пришли вам за время конференции? Давайте начнем с Олега Скрипко. Это очень важная была конференция. Почему очень важная? Потому что вообще наш потребительский формат, в котором существует современная цивилизация, он возможен только в одном условии. В условии, когда люди в большинстве своем не знают, зачем они живут, зачем они пришли в этот мир. И эта конференция сделала решительный поворот к тому, чтобы изменить эти условия. Фактически мы
подошли к тому, к тем основам созидательного общества, которые заложены в фундаменте будущего, в фундаменте, который сейчас строит все прогрессивное человечество. Это пятая основа, это созидательная идеология. То есть то, что произошло на этой конференции, это было уже внедрение на практике основ созидательного общества. Это та идеология, которая поможет человечеству перейти на качественно иной уровень, совершить скачок в своем развитии. Вот мое понимание того, что произошло. Спасибо. Олег, я передаю вам слово. Спасибо. Присоединюсь к словам тех, кто говорил уже до меня. Для меня эта конференция – это глобальное, беспрецедентное мероприятие. Ведь такая тема, обширная, жизнь после смерти, это тема, которая касается каждого человека. Каждого, абсолютно каждого. Нет на этой земле человека, который бы не задумывался об этом, которого бы эта тема не волновала. И то, в каких направлениях эта тема была развернута. Подробно были найдены свидетельства, информация, касающаяся понимания этой темы в культуре, религии, учении древних пророков, современной науке, в различных отраслях человеческого знания вообще. Это беспрецедентное мероприятие. И в таком вот массовом, большом, таком синергичном ключе данная тема еще никогда никем не рассматривалась. И данная конференция, она открывает очень много понимания. И для меня лично, я думаю, для каждого другого человека. Ведь сколько нам оставлено знаний сейчас, сколько мы знаем уже сейчас, себе ответить на вот этот самый вопрос. А что же происходит после смерти? Поэтому для меня эта конференция – это Спасибо большое, друзья. Татьяна, очень хочется тоже услышать ваше мнение. Вы были представителем от психологов, психиатров в этой области науки. Поделитесь, пожалуйста, тоже. Здравствуйте. Ну, прежде всего, я очень рада участвовать сегодня в сегодняшнем круглом столе и продолжать вместе разбирать тему, в чем уникальность, в чем ценность внимания человека. 22 мая я участвовала в конференции «Жизнь после смерти. Вымыслы и факты». Ну, что бы хотела сказать? Это, конечно, очень глобальное, невероятно интереснейшее событие для меня. И не только для меня, для ученых и специалистов, и представителей религиозных направлений, которые участвовали в этой конференции, для каждого человека, который ее смотрел, и для тех, кто еще смотрит. Ну, хочется сразу выразить огромную благодарность тем людям, которые организовывали это мероприятие, участвовали в подготовке. Ведь эта конференция, она состоялась благодаря усилиям очень-очень многих людей. Это и люди, которые синхронно переводили эту конференцию. И, конечно же, огромная благодарность всем и каждому, кто посмотрел ее, кто только собирается посмотреть. Ведь, получается, мы все ученые, спикеры, профессионалы, которые участвовали в этой конференции, мы получили уникальную возможность вместе собирать вот эти, скажем так, части единого пазла истины на самые основополагающие вопросы, которые касаются жизни каждого человека, жизни всего нашего общества, развития науки, в принципе. Это вопросы о природе человека, это вопросы о природе его сознания, о его истинной сути, о личности человека, да, о послесмертной судьбе, о смысле жизни. То есть это просто невероятно, как вот из разных сфер, из разных областей науки специалисты, ученые объединились и, самое главное, открыто говорили правду. То есть никто не боялся. Это было настолько смело. И, знаете, вот видите ученых, которые, по сути, на основе трудов которых формировалось мое научное мировоззрение, и которые вот они присутствовали во время конференции. И давали интервью, и сами выступали. То есть это и ученые Стивенсона, и Моуди, и Ламель,
То есть другие специалисты из области физики, из области медицины. То есть это просто было невероятно. Это было очень смело, потому что это люди, которые не боятся говорить правду, которые на первое место ставят жизнь человека, ставят познание истины, и они не боятся идти против течения, они не боятся озвучивать результаты своих многолетних исследований. И вот чем вот уникальна платформа АЛЛАТРА и Созидательного общества, в принципе, да, то, что есть такая возможность донести факты прямо, честно, открыто всем людям. И, скажем так, они тут же становятся известны, они не уходят там за крома каких-то мощных изданий, не зависят от того, там кто-то опубликует, поддержит, не поддержит. То есть мы можем прямо и открыто говорить правду, до которой мы дошли многолетними исследованиями. И вот за это, конечно, огромная благодарность и движению АЛЛАТРА, и проекту «Созидательное общество», всем людям, кто вообще подготавливает такие события. И я думаю, что мы пришли к определенному переходу, то есть уже точку невозврата. Наука прежней не будет, она просто не может быть прежней. Теперь наука, она будет становиться тем, чем она и должна быть, то есть инструментом познания истины и служить на благо человека, на благо общества. Спасибо большое. Спасибо большое, друзья. Действительно, Татьяна, вот то, что вы сказали, информация, которая была озвучена на конференции, она стала достоянием всего человечества. И огромное количество людей дополнили ту картину, которая у них была. Может быть, не хватало нескольких пазликов, и еще многие люди посмотрят конференцию и найдут для себя что-то новое, найдут ответы на самые главные вопросы в жизни и найдут объяснение для себя. И я хочу напомнить нашим зрителям о том, что мы сейчас находимся на круглом столе «Ценность внимания», и мы расширяем сегодня и углубляем именно эту тему. И также хочу напомнить, что вы можете присылать свои отзывы, свои впечатления, свои какие-то дополнения или наблюдения после просмотра конференции на почту info@allatra.tv. Обязательно делитесь. Возможно, вы сделаете еще свое какое-то дополнительное исследование и еще больше расширите информацию, которая была представлена. Давайте сейчас перейдем к теме круглого стола непосредственно. И я хочу передать слово Стасу. Стас, расскажите нам, пожалуйста, что же такое внимание и как все это работает? Да, для того, чтобы говорить о ценности внимания, надо в первую очередь понять, что такое само внимание. И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, давайте рассмотрим, как происходит процесс нашего мышления. Мы знаем, что из экспериментов Геннадия Павловича Крохолева, что у него были пациенты, у которых были навязчивые мысли. Он заводил их в комнату, которая была контролирована фольгой, и у них пропадали эти мысли. Это говорит о том, что мозг не генерирует мысли, он всего лишь является приемником. И что интересно, этих же теорий придерживался и хирург, который провел множество операций на головном мозге. Это Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Это первый факт. Второй факт. Для психологов давно не секрет, что мы мыслим картинками. Но с появлением ядерно-магнитного резонанса это получилось доказать. То есть не имеет значения, смотрим мы на яблоко, либо представляем мы яблоко, у нас активируется одна и та же часть головного мозга. Теперь давайте рассмотрим, сложим, то скажем, эти два факта и рассмотрим процесс мышления. То есть получается так, нам приходит мысль, она раздражает определенную часть нашего головного мозга, у нас возникает картинка. Там еще возникает усиление кровотока, но сам факт того, это процесс, он автономный. То есть мысль пришла, мы увидели картинку, а какую же роль играет человек в этом процессе. И интересно то, что человек в этом процессе всего лишь может выбирать, понравившуюся процесс называется сосредоточением. И что интересно, сосредоточение на определенном мысли, оно дает очень интересный результат. Например, психолог Алан Ричардсон провел интересный эксперимент. Он взял 3 группы студентов. Первая группа тренировала штатные в течение 20 дней каждый день. Вторая группа тренировала штатные в 20 день, а
между этими партобҳои она озодро ежедневно тамрин визуализировала штрафные броски. кунанд. Гурӯҳи И для дуввум тех, дар кто рӯзи 1 потренировалась ва только в первые 20 20 дней партобҳоро перерыва между озод этим карданд. временем, Дар она байни ничего не онҳо делала. пешниҳод карда Второе, шуд, что ки интересно, 20 у дақиқа первой группы при росте визуализасияи попадания штрафных мусбӣ бросков был анҷом почти дода 1%. шавад. Гурӯҳи А у второй группы, которая визуализировала, ва которая не тренировалась практически, у них бидуни был 20%. визуализатсия Это партоби говорит озод о том, карданд. Дар рӯзи что 20 сосредоточение на какой-то Ричардсон ҳама картинке беҳбудиро в чен нашей кард. голове, Як гурӯҳ, оно ки имеет возможность влиять на наше ҳамарӯза тело. машқ То мекарданд, есть сатҳи хатми партобҳои озодро 24% беҳтар карданд. Гурӯҳи сеюм, ки ягон амале ва визуализатсия накарданд, ягон беҳбудӣ нашуд, натавонист. Тааҷҷубоварш ин аст, ки гурӯҳи дуввум, ки ба ҷуз ба тасаввуроти партофтани бо муваффақият озод амалияти дигаре напардохт, 23% тақдир ба ҳамин гурӯҳе, ки ҳамарӯза машқ мекард, беҳтар шуд. Қуввати диққати миқдори векторист. Он қобилияти ҷамъбастӣ дорад. Лекин одам ин қувватро надорад. Ва дар ҳамин арзиши фикр вуҷуд дорад. Спасибо, Стас, большое. И вот вы знаете, когда мы узнаем такую информацию о том, что человек, он лишь распределяет внимание, распоряжается им, но кто именно распределяет это внимание? Ведь зачастую в течение жизни человек ассоциирует себя со своими мыслями или со своим телом, со своим сознанием. Но человек является личностью. И это понятие было также введено и очень глубоко раскрыто на конференции 22 мая. Давайте сейчас обновим знания. Я зачитаю. Личность — это кем ощущает себя при жизни любой человек. Шахсият ҳар шахсият худро дар зиндагӣ ҳис мекунад. Началами. Практически никто не влияет на выбор новой личностью вектора своего развития при жизни. Ягон кас дар интихоби шахсии ӯ дахл дошта наметавонад. Духовное существо. Она у всех одинакова. Она принадлежит больше миру Ин дар ҳама аст ва И сейчас я предлагаю посмотреть вам небольшой ролик, который наглядно ҳоло ман мехостам, ки як что такое видеоеро ба шумо нишон диҳам, ки как ин появляется у человека нишон вторичное медиҳад. сознание. Смотрим. Давайте Биёед рассмотрим, что бубинем, такое ки душа и что такое личность шахсият на чист ва ассоциативном рух примере с чист. фонариком. Представим, что фонарик Биёед это тасаввур душа. кунем, ки Свет от фонаря это и есть жизненная энергия, машъал рух идущая аст, от души. нур Фонарик аз светит в машъалат зеркало. энергияи То, что ҳаётӣ проявляется в зеркале, аз это меояд. личность. Машъал он Личность — оиндаи отражение от нур души, а мепошад. Он отражение от чизи дар личности — это оинда мекушад. вторичное Шахсият сознание. аст. Шахсият Вторичное инъикоси ҷон сознание аст — ва это есть инъикос то, аз что шахсият отличает як сознание шуъури человека от дуюм сознания дараҷа аст. животного, Шуъури что дуюм дараҷа он обеспечивает аст, ки образное шуъури мышление, инсонро аз шуъури интеллект и ҳайвонот так далее. фарқ мекунонад. Чем чище Ин фонарик, тем тафовути ярче хиёли личность и тем более развитым зеҳнӣ ва может ғайри быть вторичное таъмин сознание. мекунад. Энергия, которая от души к личности может либо направляться ҷароҳати обратно к равшандор душе, шахсии либо питать вторичное равшантар мебошад, сознание. ки Куда направить ин энергию, матн ба выбирает овози баланд личность. лозим аст. Чтобы объяснить, что такое субличности, возьмем уже знакомую нам метафору – фонарик и зеркало. Субличности – это своеобразные туманные светофильтры на душе. Степень затемнения такого светофильтра субличности зависит от накопленных бывшей личностью из прошлой жизни доминирующих жизненных выборов, предпочтений, чувственно-эмоциональных приоритетов. Чем больше в прошлой личности доминировала животная сторона, преобладали материальные ценности, тем гораздо труднее новой личности. Чӣ қадаре ки придется ҷониби потом. ҳайвон дар Если таких шахсияти субличностей с пештара плотными бартарӣ дошта бошад, светофильтрами много, ҳамон то живущей в арзишҳои ней молӣ личности меояд. очень тяжело Баъдан свернуть табқи с як пути шахси материальных нав доминант, душвортар мешавад, агар прочувствовать свою шахсиятҳои душу, так как зиёдро ба затемнена связь филтрҳои между рӯшноӣ зиёд бошад, источником света и тем, пас кто в барои нем шахсияти нуждается. зинда аз роҳи Однако, если человек бартаридуда соприкасается с истинными моддӣ знаниями, рӯй то
آورده бы тяжелых روح خود رو условиях احساس ни было, کردن خیلی как бы دشوار. много темных светофильтров رابطه не было вокруг его души, با личность все اونی равно که имеет шанс при نیاز жизни دارند شده соединиться со است. своей душой اگر и انسان стать به новым دانش حق духовным تماس گیرد، существом. Потому что نوابسته даже از если آنکه человек в темное وضعیت пещере چقدر دشوار видит است هم در милейший источник اطراف света, روح он خود обязательно در найдет, های تاریک как باشند هم выйти из شخصیت در пещеры. حیاتی هنوز Внимание – наш امکانیت دارد ценнейший که ресурс. روح Что мы خود подсвечиваем شود своим یک вниманием? نوی Заметьте, что если мы روحانی светим на شود، горе, زیرا то اگر انسان одновременно در تاریکی невозможно تاریک светить на حتی счастье. То, куда мы вкладываем ترین منبع внимание, نور را то мы и ببیند، حتما наделяем راه жизнью. برآمد Зачем освещать از горе? غار را Давайте می‌یابد. освещать счастье. بیایید خوشبختی را روشن بنماییم. Wow, beautiful video. You know what's interesting about this video, though, is that it بسیار reveals ویدیوی what many عجیب. would consider to be esoteric, but is actually physics, and is such an interesting topic and an amazing این به ما science that نشان today می‌دهد is که being revealed to so many people, thanks to the will of people and the actions of people این to یک حالت discover these subjects and bring them forth. These phenomena and processes that are involved in nature or این به considered آدمان to be our نشان می‌دهد environment که are این also به within a person. پیشرفته شده است. And there is another interesting metaphor regarding the مقصدی position that a personality takes in relation to the observable حالت‌های در material درون آدم world. شده و بیرون از Now, please, let's watch a video و by نشان Bernard می‌دهد که about یک this very topic. حالت را می‌گیرد. بیایید را تماشا کنید. Let me use another metaphor. Suppose you're a pilot بیایید متافور دیگر را شده باریم. and you cannot see anything outside. فرض می‌کنیم که شما Dark, it's invisible. هوابان هستید و در طوفان با هواپیما پرواز میکنید و شما در بیرون چیزی رو نمیبینید. کاملا تاریک است. ناگهان آیا شما تا حال بهتر پرواز کردن میتوانید؟ خب البته شما میتوانید با اسباب‌ها پرواز کنید. شما تنها با پنل اسباب‌های خود و پنل‌های رقم‌های خود می‌نگرید که در برای آن چقدر جهان روی می‌دهد معلوماتی دقیق می‌رسد و شما نمی‌توانید بپروازید. حالا اِوالوسیا هیچگاه ما را به شفافیت شفاف در جهان تامین نمی‌کند. آن را علاقه کاری پروفسور دونالد هافم به دسته او نشان داده است. علاقه نشان داده شده است که در اگر اِوالوسیا یک شیشه شفاف رازنه شفاف را جهان را نشان می‌داد، با بودن می آمدیم. مستقلانه دیگر تحقیقات‌هایی که در دنیای کبیر گذرانده شده است اینچنین به طور متماتیکی ثابت که در حالتی درک باطنی ما حالت‌های جهان را در آنجا انعکاس می‌کردند و عبارت دیگری از آن چیزی است که ما درک می‌کردیم. حقیقت آن چی در جهان است ما به انکروپی از اینجا خلاصه می‌بریم که هر چیزی که ما در اطراف می‌بینیم ما هوایی داریم که در سر آن راننده هستیم. اِوالوسیا این را به ما نداده است و در حالتی که این را به ما می‌داد ما علاقه مرده بودیم. This is so absurd as the pilot flying by instruments, looking at his instruments and saying, these instruments are the world as it is outside. No, they're not. The world outside is clouds, lightning, rain, air. It's not needless. دنیای اطراف این دیگر است و چهلی که دونالد هافمن میگوید ما با ما این اشتباهی نو کرده و خطاگی‌های نوزاده می باشد. همین طور برای برگشتن به سوال شما، جهانی که ما در آن غرق می شویم همان طوری که خود از
он аст ба чизе монанд нест ки мумкин ба ҳамин сабаб ки тӯфон дар берун ба панели асбобҳои ҳалобон монанд нест. با وجود این هر آن چیزی که در خود او به نظر می رسد و آنچه در خود آن است واضحاً ما همه در یک جهان غرق شده ایم. زیرا پنل اسباب‌های ما و پنل اسباب‌های شما خیلی خوب وابستگی دارد با پنل اسباب‌های اولگا و پنل اسباب‌های دیگران. مشترک است در آنجا یک جهان نیست. این تنها مادی نیست. زیرا مسئله پنلی اداره کننده دقت آن است که یک قسمی ذهن ما در خود مستحکم باشد تا مندرجه معینی تجربه خود را افزون کند. با مانند گذاشتگان میکروسکوپی و قسم معینی عقل است و آن را افزایش دادن کلان است. اما این در جانب منفی نیست. It amplifies the emotional charge of whatever it is that you're placing your attention on. So if you place your attention constantly on your regrets, خوب می‌بینیم اگر همه ما there will be an emotional در price you حقیقت pay for it اختیار because به you're then bringing that negative part of your inner life into the field of self-reflection, of explicit awareness, of metacognition, and that has an amplifying effect. It would be great if we all really بسیار voluntarily ناف میشد choose که اگر where to ما این place را میدونستیم attention. و به خوبی دقت میکردیم. Да, очень хорошая аналогия, спасибо, Бернард. Действительно, если человек не قیاسی знает, خیلی что خوب، تشکر برناردو. در حقیقت هر شخص بدونی управляет خود его را вниманием, полностью نداند определяет уклад его жизни. پس Но когда دستگاه‌های он понял, دقت و از когда این رو понял, تمام что он حیاتی личность, то ситуация меняется. Он берет что в پلیوچیک свои را руки и сам прокладывает پوره اداره путь, میکند. وقتی که который شخص нужен فهمد که ему, او именно ему شخص как است личности. و از تغییر مییابد. او Мое первое образование было непосредственно связано с چنبرک физикой, را به и с دست тех пор خود я میگیرد و слежу за راه тем, что را происходит в этой области, میکشد и که به хотел бы حیث как раз شخص به продолжить او نیاز аналогии, دارد. которые تحلیل проводил اولین Бернард, ما и хочу به поделиться واسطه самыми به فیزیک неожиданными выводами, которые сегодня علاقمند بود. получают ученые, занимающиеся исследованием микромира. مانند Эти تشبیه выводы напрямую برناردو که касаются حلبان всех наших اسبابهای самых مشاهده میکند و подобные با аналогии این واسطه Бернарда, в которой تصورات берет и درباره наблюдает за آنچه приборами, بیرون он از сам هواپیما روی формирует میدهد. представление о در происходящем за فیزیکای бортом کوانتی نظارت самолета. نیز وجود است، В квантовой физике اما тоже есть فیزیکای наблюдать. آن Но افسانوی объясняется است، более گرچند که фантастично. همه چیز از Вместе جانب все это ظاهری به похоже هم на مانند است. экспериментатор по приборам, تجربه دار موافق составляет خامش представление о том, что اسبابها происходит там, за درباره гранью پدیده‌هایی که در того привычного سطح мира, в میکرو который мы все روح погружены. میدهند تصور میکند. Но там есть اما одна особенность. В квантовом мире все происходит совсем не так. Как, اما در فیزیک примерно. کوانتی همه چیز نسبت به جهان انسانی تماما دیگر خیلی روح میدهد. ناظر در تمام تجربه های خود میتواند یک عملی واقعا سحرناک را اجرا کند. موج زیر تاثیر دقت او زیر مبادله میگردد. Пилота на приборную панель, под ним появляется посадочная полоса. Ну, вот такая напрашивается аналогия. Это очень похоже на легенду о царе Мидасе, который обращал золото все, к чему он прикасался. И это фундаментальное явление природы, которое показывает, какая именно сила заключена во внимании человека. И самый простой пример такого рода явления – это прохождение одиночного электрона через... Всем известно, да, что происходит. Этот опыт часто показывают, и он хорошо известен, но мы повторимся, потому что он очень показательный. Если мы возьмем электронную пушку и будем одиночные электроны, направленные на щель, то наша повседневная логика, она нам подсказывает, что за этими щелями должно быть две области, которые
более часто попадают летящие электроны. Однако в квантовой физике все совсем не так. И когда мы проведем этот эксперимент, то мы обнаружим, что за щелями мы видим не две области подсвеченные, а мы видим интерферационную картину. Такую, как будто бы через эти щели проходит не одиночная электронная частица, а как будто бы через нее проходит волна. Да, вот так это выглядит, такая картинка. По мере увеличения числа электронов, которые будут попадать вместо двух областей подсвеченных, мы видим множество. Множество полос, как будто бы через щели проходит волна. Ученые пытались даже обмануть электрон и начать наблюдать за ним уже после того, как он прошел через щель. Но тут происходило самое удивительное. Электрон как будто бы возвращался в прошлое и проходил через щель уже как частица. Вот что такое, какой силой обладает наше человеческое внимание. Представляете, да, мы влияем на материю на самом ее фундаментальном уровне. Однако современная физика делает еще более общие выводы. То есть она говорит, что если система замкнута, замкнутая система, это когда у нее нет внешнего наблюдателя, никто за ним наблюдает со стороны, то такая система, она целиком находится в непроявленном информационном состоянии. Другими словами, когда некому своим вниманием превратить волны в частицы, то они существуют не в виде материальных объектов, а в виде информации. Иначе говоря, если бы никто не наблюдал за Вселенной, она существовала бы в непроявленном состоянии. Сегодня это уже не просто теоретические рассуждения, это доказанные и проверенные опытным путем факты. Однако материализация волн в частицу – это не единственное фантастическое явление, с которым работают повседневно современные физики. Есть еще более интересное явление, которое называется, физики называют такие частицы спутанными. Когда две частицы рождаются одновременно, они оказываются в очень сильной связи. И физики говорят о них как о запутанных. Причем связь между частицами настолько сильная, что изменение в одной частице немедленно сказывается на другой, независимо от того, на каком расстоянии удалена от первой частицы вторая. Вот. Кстати, Эйнштейн очень сильно возражал против такого мгновенного взаимодействия, выдвигая гипотезу о том, что есть еще некие параметры скрытые, которые науке пока неизвестны, но когда она их найдет, то сразу все станет понятно. Однако, но в то время, когда он говорил об этом, у физики не было возможности провести точные измерения, определить, действительно ли частицы взаимодействуют мгновенно. Но прошло не так много времени. В 1972 году Джон Клаузнер, а затем в 1981 году Алан Аспек провели измерения, в которых окончательно показали, что Эйнштейн был неправ. Спутанные частицы взаимодействуют мгновенно с точностью до возможностей эксперимента. Но как происходит эта связь? Как может быть что-то связано с чем-то, мгновенно невзирая на расстояние? Дело в том, что одна из основных особенностей запутанных частиц – это их неразделимость. То есть объекты в запутанном состоянии в принципе не могут быть описаны в предметном мире. Они не принадлежат целиком привычному для нас времени. В своем обычном восприятии мы способны видеть лишь проекции этих состояний в наш мир в виде частиц или волн, которые проявляются и которые могут измерять современные ученые. Но их поведение может противоречить всем известным законам предметного мира. И такое поведение, вот дальше я приведу сравнение, которое очень интересно мне показалось, потому что оно связывает две вещи, которые на первый взгляд кажутся не связанными никак. Это мир мыслей и мир элементарных частиц. Вот, посмотрите, что происходит.
точно так же, как элементарная частица материализуется под воздействием внимания наблюдателя, точно так же и мысль, на которую направлено внимание человека, обретает конкретный образ и разворачивается в живую картину, когда она проецируется, когда на нее направлено внимание человека. Вот в связи с этим уже упоминали сегодня об опытах Геннадия Крохолева на практике, что мысли приходят к нам извне и имеют волновую природу. То есть они обретают воздействие внимания человека, когда проецируются на нейронную группу головного мозга. Вторая аналогия также связана с волночастичным состоянием. Точно так же, как волны частицы находятся повсюду в пространстве, физики говорят, они существуют не локально. Точно так же и мысль, пока она не материализовалась на нейронной группе головного мозга, она существует не локально. То есть у нее нет конкретных координат, она существует как бы везде. И третья интересная параллель, которая мне показалась занятной, это спутанные частицы, точно так же мгновенно взаимодействуют друг с другом, как мгновенно взаимодействуют друг с другом близкие люди. Они могут сразу чувствовать, что происходит друг с другом, находясь даже на большом расстоянии. Получается интересная история. Но как нам все это может помочь разобраться в вопросе, что такое внимание? Внимание. У нас остался всего один шаг в наших рассуждениях. Итак, в обоих случаях, что в случае с квантовыми явлениями, что в случае с миром мыслей, ключевым моментом было наличие наблюдателя. Но кто же такой этот наблюдатель? Почему без наблюдателя любые частицы находятся в волновом вероятностном состоянии, а мысли без наблюдателя существуют, не проявляясь, потому что они фактически негде проявиться? Возможно, все дело в нашем сознании или же в чем-то еще, что исходит непосредственно от нашей личности. Именно об этом сегодня говорят физики, и один из них Анит Госвами, верующий в личности материального мира по отношению к наблюдателю. Сегодня Анит гость нашего круглого стола, и передаем ему слово. Спасибо. Well, my entire research, of course, is started originally with quantum physics, finding the meaning of quantum physics. Quantum physics, at that time, I'm talking about the early 70s and 80s, were full of controversies and paradoxes. And in fact, great scientists like Richard Feynman would say things like, nobody understands quantum physics. So I picked up the subject out of desperation because I was looking for something meaningful to do. I was already a full professor at the university, and I did not care very much about the kind of problems I was doing because they all seemed to be very remote from people's lives. I wanted to shift my attention to contributing to the world a little. Very soon, I found von Neumann's work, who actually suggested that, in quantum physics, we have these waves of possibility. So the question is, how do the waves of possibility become actual events in our experience? And observers seem to be included because we, human beings, are the only ones we know that actually have experiences. So this question was very difficult to answer because no material interactions can do it. This was what von Neumann was showing from quantum mathematics. No material interaction can convert waves of possibility into events of experience of the observer. So how is the observer observing a quantum object? This question is the basic question of all science, not just physics. How does the world exist in manifestation at all? Because in quantum physics, it literally says that the universe itself is all just potentiality. And of course, von Neumann tried to answer that maybe the observer's consciousness does it.
because he was daring enough to propose that maybe it's time to admit that there are some non-physical stuff, non-material stuff in the world. This is an extremely important question because attention is everything. Attention is the ability to focus on a particular subject. The mind is, if you allow it to be controlled by the brain, this is the thing. What we don't realize is that if the brain scientists were right, then of course we would be the brain and we would behave like the brain. And the fact is that the brain, once conditioned into the me-centeredness and of course negative emotions and pleasure circuits that the brain already has, and additionally this information addiction, that's another very vile habit that brain picks up today, which it didn't have yesterday. But that's the way it is. So then if we live like the brain, then what happens? The brain is constantly bombarded with stimuli. And the brain will be attracted to this stimulus or that stimulus, depending on the conditioning of the brain. That response of the brain from one instant to another may not at all have anything to do with meaning of my life, purpose of my life at all. It would be basically random thoughts sort of guiding me. And many people live that way. They're called drifters. They cannot keep attention. They drift from one to another to another. Kids, hyperactive, cannot pay attention, right? People who pay attention, why are they paying attention? They are paying attention because they attach meaning to it. They break into the brain's habit. Hey, that's not meaningful. I don't want to do that. I want to do this. This is meaningful to me. So that's how we do it. Without the meaningful mind and without consciousness, the ability of being the real boss, that I can overrule the brain's habit of randomness. You know, quantum ultimately is also random because probability calculation works there. So we have a bunch of responses. We are able to choose usually, but if we allow the brain to take over, then it's random. It becomes random. That's a normal way of operation for the brain. It is with our consciousness, with our mind, with our meaningfulness that we want to give it, the purpose that we want to bring, that we change to overrule the brain